у нас в гостях Регина. Мунса түсірген. Но бүгін у нас не банный день, так что бұдан түсірмеуіз Мунса. Но бұдан хадыр ашаталы. Рис, который, надеюсь, әсімегендер. Ты что, турай, не білмеймін. Посмотрим. Вроде не пахнет. Азали ашаған, и пока ей неплохо. А ты за костюмами, наверное, приехала, да? Да, конечно. А что, меня такие костюмдар обещать кем тоқтар. И в итоге қаланшып қайтып кеттік та, и костюмдар бөлек кетпен. Бір тас салатың, я. Я люблю. С чесноком, сметаной это. Колбаса, сыр, много. Дорогие так, на папа, майонез ашмайон. Альберт этмештэй. На жесточайшей диете. Бұл тоже пополам? Әрине. Ну просто бірге шайтып үйге келді. Я на жесточайшей диете. Юбкалар хәзір кие баштағас, думаю, надо с юбками сумка ведь. Юбками рюкзак аты беріп болмайды. Ну блин, рюкзакты придется один черт аты беруге, потому что вся моя одежда для съемок там. Бұл теге стиле 90-х. Элекшінде сумкалар ертелеріне. Уже мини-юбка келер дайыне. Джинсовый, и уже джинсовкалар, и уже юридеріне. Уже балахончиктары висели. Взор на мою сумку, сейчас я вам покажу. Смотрите, вот, смотрите. Шикардосная вот такая сумка. Продается в Бифри, если что, имейте в виду. Этот Бифри магазин находится Планетала. Стоимость сумки 2800. Вот. Кожа, кстати, очень мягкая. Прямо вообще капец мягкая. Как будто вареная кожаға ұқсаған енді. Мешок, кстати, регулируется. Можно укоротить, удлинить. Вот такие вот балахончики тут есть. Кармашки, много кармашков. И внутри тоже так же. Кстати, если что... Ой, Аллахар қосам енді. Айтам бит рис мне плохо идет, блин. Регинаның ыңғайын ашарым да ристі. Итак, достар, продолжим. Я вам еще раз хочу сказать, если... Я в туалет сбегала. Если хотите такую сумку взять, берите, на Вайлберс можно заказать. Вот, Бифри, типа, набивать тагот, сумки, типа. Вот ушай сумка глипсова. Но я считаю, это очень стильная, красивая сумочка. Это, кстати, впервые у меня такая маленькая сумочка. Это для меня считается маленькой. Обычно я таскаю огромные рюкзаки. Потому что, я же говорю, я для съемок таскаю. На Регина курганы бар. У меня рюкзак-то абсолютно без пар. А вот у меня вот такая вот модная сумочка, кожаная. Я не знаю, за сколько брала, в Челябинске брала 1010, наверное. За 10? Миу-миу, да. Это реплика, но качественная реплика. Вот, в Челябинске брала в каком-то магазине. 10 тысяч сумка алдым. Это же фигня же. Фигня? Ну как бы для сумки это нормально. Не, ну на Икемен гиверит алдым, меня же чуть жаба не задушила. Кошелек оригинал Guess. И сколько такая? Это я брала в аэропорту со скидкой за около 4. Господи. Сумка хандай ата немелер, хадыр күрәтәм. Фиталакас. Самый главный от запоров, понимаете? Это не шлеме. Здорово. Уголь активирован. Уголь активированный ата. Вместе с сумкой я заказала на Вайлберс еще вот такой вот покрывало. Она меня уже покрывала на кубкаша окшатқан. Это, короче, муслиновое покрывало. Мен заказать кен Вайлберста. Турайнет, үсмін, купмелер. И вот Хадр тоже опять заказала новое покрывало. Распаковка чек. Что-то нифига муслинового окшаман. Тут пора коты какой-то. Какого черта? А, да, это А был юмошак. Почему так? Достар. Это было написано, что муслин тоже. Но был муслин какой-то немножко жестковатый. То там, да, блин, лемекей закажу. Это ты сюда заказала? Да, шунда кроватка. Ну, нормально же. Вот, я под цвет кровати заказала. Оцените. Вот такой вот пледик. Чё, как? Красиво. Этот дороже стоил, чем тот. Это 4500, что ли. Вот это покрывало, хочу сказать, доктор, которое вот это за 3800, что ли, я брала, или за 3500. Оно, видите, я когда уже постирала, скаталось. Скатышки появились, скатышки. Но оно вообще очень приятное тело, очень такой этот мягкий и приятный. А был катырак. Ну, это видно, Регина, тут это как будто качественный рак. Да. Это качественный, это дороже, 4,5. Но это тоже идет как муслин. Он какой-то другой муслин. И он, видите, двухсторонний. Вот тут вот синеватый с оранжевым, да. И можно его вот перевернуть. Вот. Можно оранжеватую сторону постелить. Вот.
Регина қонаққа келгенде Регинаған бұны камера тұттырып қойғанда ты. Нормально. Вот такой, смотрите. Видите, двухстороннее покрывало. Красивое, да? Да, красиво. Вообще. Кстати, на подарок вообще отличная вещь. М. Хэд көрдіңіз бе Регинаның сумкасын умныңдік. И кошелегі дурттыңдік. Хәдір мен аның носкиін көрсетем сізге. Давай, показывай свои носки. Давай, қарағыдайды. Носкидары киген біреу қонаққа көрдіңіз бе? Зато носкидары тишек, достар. Вот так. Но сумкасы умныңдік и кошелегі дуртмыңдік. Қолыңды көтердің, тебе лазердан сделать. Керек шуғына. До конца августа приди, я там буду. Ладно. Регина айта келді, үйіндерімді қырып Мен қайтамын. де қолын көтерген көрдім үйіндерін. Профессионал сразу үйінімді көріп қалды. Келді, бес ялтыратып қайтарамын деді. Бүкей думақ ялтыра беремін. Ты через год у тебя там ничего не будет. А что он вообще себя сүтмеш Не білейін? вкусный. Бір-екі штук может у тебя. А если я хочу кировых тырвалов? Зачем тебе волосы? Ну, в смысле зачем? Ну, Все избавляются наоборот. ну потом модасы какие-то мохнатушкаларға. Нарастим обратно. Обратно в тренд войдет мохнатушки. Не Не мечтай так же. будет такого. Не будет. Қайсы біреулерге мақтатушки ұқшай. Қазір бес бөләлерінде Башқұртстан, Татарстан кімдің неме бар. Кім мақтатушки, а кімі лысый. Шылай кем сұрайды. Короче, бұл әсейін, а? Костюмчик розовый. Мама, тебе костюм. Точно розовый я там? Да? Другой ты заказал? Нет, она этот яркая любит. Так, М-ка. Будем курмать. М-ка. О, видишь? На кип қара. Yok не кем, білем что подходит. Как у меня вот голубой А такой. я же. точно такой же. Вот, маманың костюмы это была. Только бұны, видишь, сырыштырып қаламын. Вообще классно, мне так нравится этот костюм. А я вообще велюр же не изнашивает. Ну. Әсәдің велюровый костюмы бар, который 15 жыл кия и төтілесі. Да? Төтіне де бірнеме болған. Бумаған, это и не износился. И Закияға это бисем износился, но костюмы хамман да төреті. Вот маме Всё, свои да. подаришь. Мама, вот это тебе, короче. Апай елі тәнегі толған. Нәфисе апай, вот костюмды бері дәрем. Регинаға. Надеюсь, до вас дойдет. Дойдет. Да. А вдруг уйди кие берем? Не могу. Мен могу. Мен могу. Мана. Елі тәнегі да толған. Все, мына Регинаға лично тіреді ала. Менен бөлек. Сізге туған күніңізге, 8 мартқа, яңа жылға, на все праздники и на всю жизнь. Хватит точно. Носить не переносить был костюмда. Короче, Нафиса апайға костюм подарила, достар. Қазір Регинаға, который костюм, помните, мен аның бомберін сесіп ап қайтып кеткен бетінде. Сейчас хочу этот, как костюм ей подарить. Мен вообще-то харам түгел. О, Классные. вообще. Кимді? Хамар шол тишек носки все портит. Давай систе футболканы киіп қарайлы деген етіп. Без футболки. Эти костюмчики я хочу выпускать весной, достар. Алла верха. Вот на Регине вот такая вот моделька. Вообще классно, мне Ой, нравится. вообще шикардосный. Смотрите, какая я Ой, модная. круто. Тебе очень идет, Регина. Тебе и розовый идет, и голубой Да, идет. мне все идет. Да? Моторга еще я виски леща. Это тебе подарок, между прочим, тоже так же на день рождения. Так что туған күніңе если закырхан буляк күтіп отырма. Вот, на день рождения, на 8 марта, на Новый год. Вот, на все случаи жизни. Носкиғынан бөлек етеді? Ёпырсата. Носки хорап халі өтті. Адыр, сығарам өлімдің коробкамды сығарайым да. Бұл носки не по цвету. Ошы келшемі желтый? Или ошы с Микки Маусиками. У меня даже носки с Микки Маусами. Да мне любой придет. Вот такой есть. Ну, хайда бар. Бұлар қайын. С бананами. Микки Маус, наверное. Микки Маусов. Поехала в швейный цех, доктор. У нас в Уфе есть швейный цех. Помните, я звонила Регине, ругалась с ней? Нет, я ей угрожала. Вот, короче, к ней еду разобраться насчет костюмов и заказать большие размеры. Так что, доктор, большие размеры скоро будут, ждите. Мы сегодня решили поехать с Милошапой лично на производство. Короче, смотрите, выхожу с машины, да? Смотрю, Милошапай тут идет такая вся хадахайку, короче, как девчонка просто вот. Здесь все, вот Милошапай, инды, короче. Да. Это без комплексов, короче, вот. Милошапай не парилась, короче, просто
Нәмә булган, шуны кигән киткән, короче, Нет, да. ты представляешь, Издалека не узнал реально. мы вообще, когда выезжала, дождя не было. У нас сухо вообще. Где вы выезжаете, а тут еще, да? Мы еще үйдегі жүрген шоппинг кеймде, думаю, тиркіне барып келем да. Здесь уже, знаете, сколько льет, блин, а да, Барселона тоже льет. Да? что? И уже... О, алма. Кися, короче, Миша Шапай все сливы съели и половину груш. Бүгін алма менен, короче. Бұрыш сырған мен таштаным. Короче, Миша Шапай, почему решили приехать именно на производство лично? Давайте. Да. Почему мы решили приехать на производство? Потому что косяки были кое-какие. Или нельзя было это говорить? Почему не этот? Можно, да? Нет, есть почему, мы же исправляем. Это же первая партия Да. вышла, она может быть с чем-то не так. Да. Почему решили вот лично приехать на производство и вот пообщаться? Жесткий контроль, доктор. Жесткий контроль. Именно жесткий кися. Тем блейман. Ну, так и есть. Ну, потому что, не, кое-какие косяки есть, доктор. Не знаю, Анна Хилерга я Нет, незначительные, они незначительные, просто есть там, например, вот замок один как будто что-то не очень хорошо работает. Вот сейчас будем общаться. И потом же претензии предъявляют. Конечно, отзыв да. А это не очень-то приятно читать такие отзывы, доктор. Поэтому не думайте, что не, тяп-ляп тыгыльган, тип. Нет, очень качественный пошив. Очень качественный материал, все очень качественно. Ну, бывает шумные недочеты, доктор. Да, это же на бывает. объеме работает, поэтому когда есть объем, есть Просто, ошибки. опять-таки, эти замки не мы же производим. Да. Нормально, да, то есть, а потом на одежде почему-то иногда бывает, что Да. может заесть, например. Бір костюмда хейвет, а біреуде не очень, понимаете? Шон, опять-таки, бір костюмда, не, допустим, бында уже не метіп аталалар мен білмеймін. Очко. Очко. Не метіп аталалар. Я не знаю, честно, я в Ну, короче, бір костюмда, короче, А, шов имеете в виду, который шов, ушен, да, кеткен по-другому. Как-то в другое место уехал Нет, влево. смотрите, вот то, что ей такое пришло, это на самом деле их косяк. Знаете в чем? У нас же есть отдел технического контроля, ну, который, в принципе, они и делают сами, да? По сути, они плохо сделали отдел технического контроля. То есть он не должен был уходить на продажу. Потому что это должно с швея обратно возвращаться и швея переделать. Вот именно. Технический контроль банда Хромает. начудил, хромает. Вот пришла контролировать. Да, Регинаның швейный цехын разнесем. Че, Мы пойдемте там? покажем ей, покажем. А потом такие зашли. Ой, Алма, да нет, все хорошо. Да-да-да. Претензий нет, все нормально, все Мы хорошо. как обычно, блин. Хочу, чтобы брюки были пошире. Почему-то мне кажется, что брюки не широкие. Зур кутле бисәләр, зур кутле кызлар кие алмайлар. Мен вообще, конечно, не против зур кутләргә, достар. Уйлап куймагыз, что мен против зур кутле кешеләргә. Мен наоборот только за. Я вообще люблю зур кутле кешеләрде. Потому что кут хатын кешенең булырга тиеш. Смачный такой персик кут булырга тиеш. Я кызым. Вы качать идете, да, сейчас? Вот я качаю кутымды, потому что менің кутым юк, достар. Менің артым просто написал уже шак, плоский. И это смотрится очень некрасиво. И вот мен хәзер уйлайым, мне ол костюм нормально сидит, а дур кутлы бисәләргә, кыздарға. Думаю, это кнатора. Вот нам сейчас предлагают вот такие вот цветах отшить костюмы больших размеров. Это для женщин пожилого возраста. Вот как раз таки моей мамы любимый цвет, вот этот вот зеленый, изумрудный. Это офигительно крутой цвет. И вот такой вот благородный темно-синий. Он как называется? поближе, да, вот его плохо видно просто. Он благородный темно-синий. Как он называется вообще? Вот так вот Не лучше. знаю, индиго может. Индиго? Просто темно-синий. Ага. Нави. Ага. Ну вот, короче, в вот таких вот двух цветах хотим отшить, да. Но опять-таки встает проблема, доктор, что могут быть, не найдем на них шнурки и замки этого цвета. Оказывается, проблема со шнурками и замками, Ну, чтобы в тон представляете? попасть, Да, чтобы в тон были. Вот, допустим, розовый шнурок, да, и вот в тон идет, понимаете? И вот такой вот, чтобы шнурок найти, и замок такого же цвета. Проблема, оказывается, доктор. И сейчас мы вот думаем, какой выпускать. Которым найдем шнурки и замки, мы тот цвет и выпустим. Нет, ну Гульна сказала же, вы же сказали, что найти можно. Темно-синий, да, найдем. Зеленый тоже Зелёный, поищите. конечно. Это любимый цвет моей мамы. Да, мы когда приезжали, да, просто мама Миша Шапай тоже говорила, зеленый есть? Сразу Да, говорим, да. первым делом. Так что... Мама, видишь, я о тебе пекусь. Или как там говорят, забочусь. Есть два вида велюра. Вот это он хлопковый. Здесь 80% хлопка и 20% полиэстер. А что вот продаются там из китайского велюра, там 100% полиэстер. Ишиттигидме, китайский велюр, да, 100% полиэстер. Полиэстер это синтетика? Да. Да. Синтетика. Ишиттигидме, доктор. А біздің костюмдарда 80% хлопок и 20% синтетика. Так что, доктор, почему так дорого? Тип ултырмаған. Если курган хегедеген велюровый костюм 2 раза дешевле, алығын шунан. Шунан ол юрегін қысынып тирді.
біздің костюмдарда қысылмай да, чирдамай да, потому что у нас 80% хлопок. На ВП вы видите за 1500 рублей там костюмы. Это реально все полиэстер, это ужасного качества, на самом деле. Да, поэтому знайте, велюр велюру рознь, между прочим. Разные велюры бывают по качеству. Оказывается, эти поставщики тканей жадюги. Маленькие нам на лоскуток его. Это еще нормально, бывает еще меньше. Да? Да. Какие? Ну, вот такие вот небольшие куски. Господи, как таблетки. И как вот понять цвет его? Вот вот такие О, вот. здравствуйте. Здравствуйте. Вы прикиньте, вообще лоханулись, Регина, костюм мы не взяли. Я думаю, у вас есть образец моего костюма или кала. Вот в этих... Кстати, да, что это там под этим? Это лайк. Это семейные трусы. Это у меня... А что это? Видите, как я очень умею сочетать одежду. Хорошо совпадает. Вот именно. У меня есть такие Вот брюки, именно. там пришита вот Ну такая там сюда. пришито, да, а тут же не пришито. Да, и я вот знаете, что подумала? Может, думаю, на розовую вот такую фигню сделать? Давайте, классно. Прикольно же. Видите, какой я модный человек. У меня есть чувство стиля. Вкусный стиль. Да, хоть вы и думаете, что у меня нет чувства стиля, у меня он есть. Короче, что я приехала-то? Костюмы с большими попками женщинами не влезут. Конечно, вы Кстати, остались да, здесь. вот это Регина. Регина испугалась, я к ней дернулась, она правда. Это вот Регина. Мы находимся у нее в цеху. У нее, представляете, она очень богатая женщина, бизнес-бися настоящая. У нее 2 цеха по пошиву одежды, прикиньте, швейных цеха у нее. Один в Магнитогорске, один в Уфе. Мы сейчас у Наиля в Кыргызстане не отшиваем, потому что он этот... А чему у него не отшиваем? А мы хотели с Региной быстро, да. А мы хотели с Региной быстро, да, но что-то... Но что-то как с Наилем у нас получилось. Как будто в Кыргызстане, да? Да, как будто в Кыргызстане отшивали, получилось. Сколько лекал. Офигеть. И тот, смотрите, какой цех. Здравствуйте. Это что такое у вас синее будет? Это костюмы. А, Сейчас я костюмы. покажу, они у нас есть. Да? Образцы. Давайте покажите, что за костюмчики. Так, есть. Розовые, синие, да. Ваши цвета все, Здравствуйте. короче, вообще. Да, это я люблю такие яркие цвета, ну так. Очень обожаю. У вас Регина такими яркими цветами купить может без проблем. вообще, да. Все яркое у нее. Есть вот такое. А, это типа вот, Да. вот это, да? Да, можем Но он такой не подходит, мне кажется. Подходит? Мне кажется, ярко-розовый надо, видите? розовый. Да, а это не такой Нету. яркий. Тогда искать Да. надо будет. Да? Розовый. Вот. Я оставлю себе вам эти семейные трусы. Это семейные трусы. Посмотрите, какой огромный цех. Как это вообще работает? Девчонки шьют какие-то костюмчики теплые. Это что такое? Флисы. А, какой хорошенький флис. А, что шьете? Вот зипки. Зипки? Это что, называется зипка? Да, зип-худи, да, называется. А, зип-худи. О, я люблю вот этот материал. Флис же Флис, называется, да, да? это флис, да. Он вообще теплый, офигительный, да. А может тоже... Если посмотреть? что, ваши зимние Вот это еврофлис. шьем все очень быстро, потому что здесь сразу все в цвет есть. Черный не А. проблема, потому что... да. Ага, ага. Красный тоже просто найти, потому что, ну, немножко, может, отличие есть. Ох, но я бы носила вот такой красный флисовый костюмчик. Красная поляна? Это кто такая? Красная поляна. Роза Хутор. Роза. Прикиньте, Дустар, помните же, я была на Роза Хутор-то на Красной Поляне в Сочи. Представляете, заказчик Регины, это Роза Хутор. Представляете, она им отшивает вот эти вот, как называется, зипки какие-то. Ну, это кофты. Это по-нашему кофты будет, короче. Это кофта. По-деревенски, Красной да. Поляной. Зипка мы не признаем. Что это такое, не знаем. Кофта и все. Олимпика. Да, олимпика, короче говоря, да. Олимпика с Представляете, какой у нее заказчик? Уфанан заказывает контент. Не шухры-мухры какой-то там заказчик. Биолильдан, минингама. Еще я что-то раз тоже говорил, давайте напомню, Грасс еще, вот она для Грасс еще. А Грасс Грасс это бытовая химия же, есть такая Да. мощная компания Грасс. Ага. Вот тоже Регина им этот... А что, Регина, они у себя не отшивают? Что, у них нету таких, как вы? У них есть свой цех даже, но они не успевают свои Да? объемы отшивать. У нас еще дополнительно Прикольно. А как вы так смогли построить такую империю? Давайте Империю? расскажите. Ой, А там прям что, это империя. не империя, что ли? Это империя, конечно. Что у вас вот 2 швейных цеха Магнитогорские здесь в Уфе. Как? Ну, я вообще... Как вы до этого дошли? Я училась на конструктора, Ага, инженер-конструктор швейных изделий. ага. Ну и пошла по своей профессии просто. Ну и что, ну ладно, вообще все дома. сейчас захотят, то все швеи скажут, а, так что ли? Ну ладно, сейчас я тоже пойду отучусь, и у меня будет 2 цеха. По цеху. Ну вот я спрашиваю, как так про 2 Ну, цеха-то? очень хорошо, конечно, папа помог. Вот в чем дело. У нее богатый папа, доктор. Все, мы все поняли уже. Все. Не деньгами, А, нет, да? своим опытом. А, опытом? Опытом, Ну, да. Каким Он опытом? Ну-ка, давайте нам тоже Он поделитесь. начал отшивать для больниц, для ну, на госзакупки. Тогда еще не было госзакупок, тогда можно было просто прийти в больницу и спросить, вам что нужно?
там халаты медицинские, постельное белье. То есть он так ходил, собирал заказы, Ага. арендовал цех небольшой в Магнитогорске и нанял швей. То есть они Ага. в арендованном цеху отшивали какие-то халаты, тоже там кучу шишек набил, да, Ага. естественно, опыт. Вот. А потом тоже я думала, куда мне поступить, как раз так, когда папа этим всем плотно занимался, он давно, прям, не знаю, это 90-е годы еще были. Ага. Вот, и он мне порекомендовал, говорит, иди на дизайнера одежды. Как раз у нас в Магнитогорске в университете была такая специальность, и я пошла. Ну, да. получается, родом из Магнитогорска, Да, что ли? да. А я же рядом, Абзелиловский район. Мы же земляки, Вот блин. Абзелиловский район Вот мы мы тоже своим снабжали. землякам вообще надо скидки делать. Делаем. Башкұрттарға вообще бушқаштар керек. Как мне так говорят. Абзелиловский район, он тоже снабжал какой-то Да? продукцией тоже, да, и Ага. больницы, и садики. В Китае сейчас запускаюсь еще. Офигеть, Да. слушай, ты слышала? Да, слышал, конечно. Офигеть. Вот мне куранда шынамақ успешный кешелерді енім көе баштай. Я себя чувствую какой-то ущербный. Всего лишь 600 тысяч подписчиков. Да, да при чем тут это? А я, блин, тут хожу, ношусь со своими костюмчиками по 10 штук отшивала и переживаю. Хожу тут. Көрдіңіз ме? Может, Вот тогда так, отучитесь конечно. тоже на технического инженера швейного, Да. как называется? У меня образование? такого папы нету, на конструктора. Папа у меня Вот судьба. предприниматель. Он как Ну бы вот, он да. всегда подсказывал, как нужно. Он никогда мне не давал там, денег на иди работы. Нет, такого не было. Он мне подсказывал, как и где. Ага. И меня настраивал вот делом, а не то, что вот на, возьми и иди сделай. Так Вот это правильно. не работает. Да, так это не работает это не на самом работает, деле. да. Я вот тоже Азале говорю, работай сама, зарабатывай. Тоже так же учу. Хочу тут узнать, сколько же у Регины швей зарабатывает. Здравствуйте, девчонки. Поделитесь, пожалуйста, тайной информацией. Сколько зарабатывает? Хорошо. Хорошо, это сколько? Сколько хватает? Ну, хватает, ну, это нечестный ответ. Ну, примерно. В месяц зарплата какая? 50? Есть, да. 50 есть и выше, да? Прикиньте, достар, оказывается, бандаж швеялар зарабатывает 50 и выше. Вот так вот. А вообще-то вот говорят, что у нас в Уфе, в России отшиваться дорого, а в Кыргызстане дешевле. Сейчас, кстати, я этот вопрос хочу задать вот Азамату. Азамат, Да. ты же говорил, что в Кыргызстане дешевле. Да. Там рабочая сила дешевле, потому что... Насколько дешевле там? Ну, блин, процентов на 20 минимум. Минимум на 20%. Минимум. А что мы тогда тут делаем? Не, мы же здесь Вообще, отшивали, это- чтобы быстро все сделать и качественно, короче, да? Ага. Вот. И Ну, Регина нифига нас быстро заманила не сейчас. получилось. Ага. Да. И сейчас мне только Наиль вчера говорит, а что, говорит, а давайте у меня просчитаем, говорит. Но Наиль за 2-3 недели не успеет сделать. Да? Так что Наиль, Скорость тоже важна, достар, да, нам видите? скорость нужна. Это не семейные трусы Альбертагая, вот мне интересно. Нет, да, ваши, да? А, вот. это тезенис. А, Домашняя тезенис. одежда, это вообще-то пижама. Па-ба-ба-бам. Все сразу. Я тебе говорила. Па-ба-ба-бам. Все, капец им. Вот смотри, XL, да? Вот сейчас я тебе... Да, ну на вас висит. Хим, смотри, на мне Кутин тоже. Ну, как бы не сильно висит, а вот это сильнее висит. Да, ну у меня же размер какой. Ну да, у вас Кен М-ка, XL у вас М-ка. Кен XL кия, Азамат, посмотри. Кен XL кия, ол, во-первых, полнее, во-вторых, кендин курте бар. У меня же размер М-ка. Видите, он на мне хорошо сидит. А это XL. А женщины XL, которые носят, и с попочками, им притык. Потому что я уже эти 2 костюма подарила таким женщинам. Это М-ка. Это XL. Это XL. А, XL. Это XL. Да. Сейчас посмотрим. И вот, который я вам отдала на лекала, Перекинуть размеры просто надо. я вам отдала на лекала, вы мне сшили меньше. Меньше, да? Да. Сейчас посмотрим. Как так умудрились? Я же специально этот образец дала, чтобы прямо точно так шили. Как будто бы перекинут размер. Да? Вообще нет. А давайте вот так. Блин, я вот смотрите, я ширину этого смотрю. Ног смотрю ширину, да, по мне как будто они что-то одинаковые. Они одинаковые, да. Просто я- я говорю здесь... Может, из-за резинка, да, сильнее тянет? Это из-за резинки так кажется. Мы четко снимали по вашему костюму лекала. Вот так, получается так. Погрешность 0,5 сантиметров до сантиметра она допускается, потому что когда краишь ткань, она там немножко вытягивается, когда шьют, там могут забрать немножко. Блин, как будто срезать в одинаковом больше. шапе. Да. Я вот смотрю, одинаково. Просто здесь пояс на Ирак. Пояс, да. А. Здесь пояс. Мы можем резинку ослабить, но я говорю, эта резинка, она потом расслабится,
Это вот я сейчас его одеваю, он мне хорошо. Человеку, который сейчас М-ку носит. Вот. Спонтанились вместе. Да, Мне. очень хорошо. А XL-ка как должна носить это? Я, если что, с Миля Шапая еду, поэтому про нее ничего плохого не говорил, ладно? И камера включать кейм. Ах, вы про меня что-то плохое говорите, да? Не-не-не, Я так и знала. Не-не-не, мы так шутим обычно. Только хотел сказать. Да, только хотел сказать, да. Эй, вы что, видеомейкера взяли, нет? Не нашли еще? Нет, какой. Объявление не поставил, да? Не ставил еще. Давай ставь, ты Давай ставь, наив, Наиль, ты чё? Смотри, ну что ты, ну. Че, мне только страдать, что ли, от Миля Шапая? Давай ты тоже. А то я сегодня свою порцию с утра получил уже. Чё, я не поняла, Наиль, почему мы у тебя не отшиваем? Я не знаю, почему Ты вы не ч- отшиваете. Ты чё, по срокам, что ли, прям так позднишься? Нет, зачем? Почему? А чё так должно? Нет, я же говорю, вот этот парчик, который мы делали, просто они сказали, что они быстро-быстро нам сделают, мы поэтому сказали. Ну понятно, а Хадр чё? Ну сейчас он сказал, давайте просчитаем ты. Вот давай. Ну, Наиль, давай считай, не макей, может мы у тебя отошьем. Ты за 2 недели уложишься? Ну, это при условии, что у нас уже этот лекало там было в Бишкеке. С этого момента 2 недели реально. А если с текущего момента, то как будто нет. Понятно. Ладно, короче, без оригинала отошьем, да? Все понятно с тобой. Все понятно с тобой. Мне нравится пошив Миля Шапая, одежды. без тормозов теперь, да? Все. Нет, мне нравится. Мне даже, вот знаешь, пофиг, сколько я зарабатываю с этого. Мне нравится вообще. Классно, вам-то пофиг, нам-то не пофиг. А, решил. Нам-то зарабатывать надо. Да! Мен егеттерді ойдамайын, блин. Ойдымдығына ойдайын, блин. Вы-то на энтузиазме-то будете, а нам-то что делать? Ну да, на энтузиазме далеко не уедешь, да. По 2 детей у парней. Можно ли с горчичным соусом Хайенс готовить курицу? Да, действительно, можно ли с горчичным вот таким вот соусом Хайнц готовить куриные крылышки? Горчицу, майонез любой жирности, приправу курицы и соль. Смазать полученной смесью курицу и запечь в духовке. Горчичный Хайенс смешивают с майонезом. А сметану нельзя смешать? Я же сейчас майонез не ем. Я же сейчас майонез Вот не курица, ем, я сметана, на горчичный диете. соус. Можем с греческим йогуртом смешать. Вот этот Хайнц с греческим йогуртом. Это что за фигня получится? Куриные крылышки и вот горчичный соус. Острый перчик положила и посолила. Это вообще снимает, нет? Снимает. Потом я, короче, вот это беру фигню и выкидываю. Бисмилла рахман рахим. Сейчас мы приготовим наши крылышки, как в ресторане. Впервые готовлю, кстати, этим соусом. Надеюсь, он получится вкусненьким. Прямо так положим. Давай-ка посчитаем, сколько сюда штук влезет, интересно, в этот аэрогриль. Кстати, оказывается, вот этот аэрогриль, да, есть еще побольше размера. Представляете? Оказывается, у меня самый маленький размер. Прикиньте, мне подписчики написали, а чего вы большой размер аэрогриля не взяли? А я не знала, мне какой Альберт заказал, я такой и взяла. Оказывается, есть больше. Итак, посчитаем, сколько же крылышек вошло в мой аэрогриль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нифига себе, 12 штук вошло. Потом, короче, вот так суем. И видите, он сразу включился. Сам автоматически включается, между прочим. Куриные крылья. Прикинь, даже куриные крылышки написано, Дуфар. Куриное крылышко загорелось. Потом вот сюда нажимаешь один кнопка. Все. Вообще очень легкий дуфтар в применении этот аэрогриль. Заказывайте, пока есть в наличии. Вот здесь ссылочку оставляю. Кто не умеет кушать, готовить, особенно студенты, скоро, между прочим, вы останетесь без родителей. Кто вам жрать будет готовить? Все, мамочки рядом нету, между прочим, студенты. Так что попросите родителей, чтобы вот этот аэрогриль вам купили. Вообще, не надо, даже мамочка не надо вам, не надо, короче, будет. А ты мне купишь аэрогриль, когда я уеду, буду В студентом? первую очередь я тебе куплю, знаешь что, мультиварку и аэрогриль. И ты будешь сама готовить. Ну, потому что, блин, вот раньше, на самом деле, знаешь, мы как не умели кушать готовить. А раньше же не было вот таких вот аэрогрилей, мультиварки, хлебопечки. Таких вещей не было. А сейчас вообще красота. Вот думать даже не надо. Вот сейчас что я сделала? Просто взяла куриные крылышки, перемешала с каким-то соусом, засунула, на кнопку нажала, и все. Еда вкусная, готова. И он еще, знаешь что, за ним приглядывать не надо.
Он не горит, ничего с ним не случится. Этот аэрогриль, девчонки, очень компактный такой, очень удобный. Залазит, да, вот даже вот такие вот шкафы. Я вот в таких шкафах, между прочим, храню вот такие вот всякие эти аэрогрили, мультиварки. Вот у меня мультиварка вот так вот тоже в шкафу хранится, прикиньте, вот в таком вот шкафчике, прикиньте. И этот аэрогриль также здесь хранится, влазит. Очень компактный. Кстати, у него есть даже книжка с рецептами. Такая толстенная книга, очень много рецептов. Каждый день можно удивлять свою семью всякими шедеврами. Блюдо же установлено, видите, вот куриные крылышки. Я нажала на эту кнопочку, он сам градус устанавливает, сам время устанавливает. Ничего открывать, мешать не надо. Просто засовываете, потом просто вот так шап высовываете, и все, вкусное блюдо готово. Мне самое главное, надо узнать, они вкусные получились или нет в горчичном соусе. Надо, конечно, самому делать соус. Да. Они готовы. Готовы. Вкусно, да? Вообще вкусно. Это очень вкусно. Еще такая хрустящая курочка. Да. Надо так готовить теперь. В горчичном соусе. В аэрогриле. И в аэрогриле. Девчонки, пользуйтесь этим рецептом. Как я люблю куриные крылышки все-таки. Ты просто не знаешь, как женщины некоторые могут испортить блюдо. Даже то, что нельзя испортить, они могут испортить. Как в отчаянных домохозяйках Сьюзан макароны портила. Ну вот, такие женщины существуют. Ну, если бы у нее была аэрогриль, она бы не испортила. Мы ни грамма масла не использовали. Она вышла очень сочно. Угу, и сочно получилось, да. Я раньше не понимала значение слова «пальчики оближешь». Теперь понимаю. Все-таки я умею готовить, да. Бог меня одарил этим талантом. Чего ржешь? Хочешь сказать нет? Также мама, которая перемешала солью куриные крылышки, добавила туда соус хайнца и сунула в аэрогриль. Надо же уметь сунуть в аэрогриль еще.